В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Мэр столицы республики предложил увеличить расстояние от алкомаркетов до соцучреждений. В школах и дворах Якутска могут появиться пункты раздельного сбора мусора. Сардана Трофимова не попала в предварительный список участников Олимпийских игр в Токио. Окончательный список легкоатлетов еще не определен. «84 новых случая коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. В Якутске 54 заболевших, в Амгинском районе 5, в Алданском 4, в Вилюйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Усть-Алданском и Эвено-Бытантайском районах по 3 случая, в Намском, Хангаласском и Чурапчинском районах по 2. За сутки лабораториями республики проведено 1288 исследований на коронавирусную инфекцию. Сегодня бы я хотела обратить внимание на сложную ситуацию в Горном Улусе. На настоящий момент за неделю достаточно большое количество заболевших тяжелых поступает из Горного Улуса. И в связи с чем еще раз обращаюсь к жителям Горного Улуса, призываю их прийти на вакцинацию. Это прежде всего и обращаться при возникновении первых недомоганий с признаками ОРВИ, соответственно, в Центральную районную больницу Бердигистяха или в учреждения здравоохранения на местах. А никакие иные какие-то условия или подождать, что это пройдет, или это обычное ОРВИ, не имеет смысла, на это надеяться. Просто-напросто поставьте в известность, исключите ковид, и я думаю, что для всех будет ситуация достаточно проще сегодня решаться и легче. Прежде всего, это здоровье ваших родственников и вас самих. В республике продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических правил. Так, в период с 21 по 27 июня административная комиссия и оперштаб провели 536 выездных рейдов на объектах торговли, общепита и развлекательных центров. Выдано 2 предостережения, вынесено 6 определений, составлено 13 протоколов об административном правонарушении. В суд направлено 6 дел. В тот час административной комиссии со сводной группой оперштаба города Якутска совместно с Управлением Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия и Министерством предпринимательства Республики проведено 376 выездных проверок. Из них 295 по объектам торговли, 58 объектов общепита, 10 объектов бытовых услуг, 12 развлекательных центров и в одном фитнес-центре. Выдано всего 22 предостережения, составлено 9 протоколов об административном правонарушении. Проведено 268 профилактических бесед. Проверку соблюдения требований законодательства об электроэнергетике провели в Нюрбинском районе. По итогам личного приема заместителя прокурора республики от жителей поступило заявление о необходимости проведения проверки Якутскэнерго на предмет обеспечения бесперебойности и надежности электроснабжения Вилюйской группы улусов. Так, не выполнены мероприятия по строительству дополнительного участка линии электропередач с 2010 года. Заключен договор на выполнение работ по строительству одноцепной воздушной линии 110 киловатт. Плановый срок завершения работ – декабрь 2021 года. По завершении этих работ будет начато строительство еще одной воздушной линии. Прокуратурой Нюрбинского района с привлечением специалистов Ленского управления Ростехнадзора проведена проверка соблюдения требований законодательства об электроэнергетике, в ходе которой установлено, что на воздушной линии Л-104 Сунтар-Вилюйск с напряжением 110 кВт плотность тока не удовлетворяет требованиям надежности и бесперебойности. Генеральному директору ПАО «Якутскэнерго» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое фактически не было удовлетворено. В связи с этим в Нюрбинский районный суд Республики Саха-Якутия внесено направленное исковое заявление. 10 июня 2021 года Нюрбинским районным судом Республики вынесено итоговое решение об удовлетворении исковых требований прокурора. Увеличить расстояние от алкомаркетов до соцучреждений в Якутске предложил глава города Евгений Григорьев. Он поручил подготовить изменения в нормативно-правовых актах. Отмечается, что это позволит сократить количество алкоточек в городе. Вопрос курирует заместитель главы по экономике и финансам Георгий Гаврильев. Более 370 молодых семей улучшат жилищные условия в этом году в Якутии. На финансирование госпрограммы предусмотрено более 350 миллионов рублей. Участниками смогут стать супруги не старше 35 лет, признанные нуждающимися в жилье и имеющие доход для оплаты расчетной стоимости жилья.
Семьи смогут получить от 400 тысяч рублей до 2 миллионов в зависимости от количества человек. Денежную субсидию можно использовать как на первоначальный взнос по ипотеке, так и на погашение основного долга или процентов по кредиту на покупку жилья или строительство индивидуального жилого дома. Лидеры этого года по количеству участников – город Ленск – 36 молодых семей, Амгинский район – 32 семьи и город Якутск – 30 семей. 12 юношей из Алданского района скоро пополнят ряды вооруженных сил, а всего в весеннюю кампанию в армию призвано 70 человек. Родные и друзья торжественно проводили новобранцев. Верно служить отчизне солдатам пожелали и наши корреспонденты. Рано утром у военкомата необычно многолюдно, а воздух пронзают самые разнообразные эмоции. Сквозь слезы грусти мам, бабушек и подруг слышны напутствия отцов и старших братьев. Подбадривающе улыбаются друзья. Их приятели и сыновья явились на сборный пункт. Они отправляются в ряды вооруженных сил. Очень волнуюсь, провожаю любимого внука на этот день, а в среду еще буду провожать второго внука. Они с одной семьи, это младшие дочери, сыновья. Они закончили техникум. У общего знакомого провожаем, все очень рады. Ожиданий никаких. То есть, да. У друга как настроение? Позитивное. Призывная кампания стартовала в первых числах апреля, а завершится она 15 июля. Первые призывники из Алданского района уже прибыли к местам службы. Всего весной и летом ряды вооруженных сил пополнят 70 новобранцев. Сегодня у нас отправляем 12 человек. В принципе, они все готовы, все анализы необходимые сданы. Тесты на ПЦР то же самое сданы. Едут они у нас на автомобильном транспорте до Якутска. Проводить новобранцев пришли младшие товарищи. На боевых постах сегодняшних призывников подростки сменят через несколько лет, а пока они проходят службу в рядах юнармии. После показательных выступлений юные защитники Родины пожелали без 5 минут солдатам постоянного присутствия духа, оптимизма и, конечно, верной службы отчизне. Следующая группа призывников явится к пункту сбора через несколько дней. У нас более 70 человек уходит в этом призыве. В принципе, нормально. Также все уже подготовленные. Половины еще нет, но где-то процентов 40 мы уже отправили. Перед посадкой в автобус ребятам было предоставлено 5 минут на то, чтобы обнять близких и попрощаться с ними на год. Из Алдана юноши отправились в Якутск, где состоится распределение. Отдавать долг родине новобранцы будут в военных частях Дальнего Востока и Забайкалья. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Реконструкция автодороги НАМ опережает запланированный срок сдачи. Сегодня в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отсыпка земляного полотна участка выполнена на 90%. Расширение территории города, увеличение населения, необходимость обеспечения безопасности дорожного движения. Эти факторы предъявляют современные требования к строящимся дорогам. Напомним, государственный контракт по реконструкции дорожного полотна заключен 8 декабря 2020 года. Работы были начаты с марта этого года. В данное время уложены 6 труб, все по плану, и вот устройство земляного полотна. Но у нас по плану получается, хотим сдать первый этап 3,5 километра. Это полностью асфальт, и барьерное ограждение, знаки, все обустройство. В результате реконструкции будет где-то увеличена категорийность дороги, будет уширение дороги до 4 полос. Также во избежание аварийных ситуаций будет разделение встречного потока путем устройства разделительной полосы с устройством барьерного ограждения. Практику раздельного сбора бытовых отходов на жилые микрорайоны и учебные заведения расширят в Якутске. Такое решение было принято по итогам работы Конгресса местных и региональных властей, прошедшего в Якутске на прошлой неделе. Глава города Евгений Григорьев также поручил внести в проекты по ремонту дворовых территорий размещение точек раздельного сбора отходов. Мэр подчеркнул, что в Якутске сегодня есть активные предприниматели, которые готовы безвозмездно изготовить контейнеры для раздельного сбора. По его мнению, необходимо приучать к бережному отношению к экологии и вовлекать в это полезное дело подрастающее поколение. Глава города также поручил проработать вопрос размещения пунктов раздельного сбора твердых коммунальных отходов в школах.
Всероссийская акция «Тележка добра» продолжается. Благодаря победе в президентском гранте и помощи местных добровольцев с каждым днем эта акция набирает обороты. Данное мероприятие проводится в 11 регионах Якутии. Помощь предоставляется адресно людям, находящимся на самоизоляции в условиях пандемии. Это пожилые люди или лица с ограниченными возможностями здоровья. Тележка добра ориентирована на то, чтобы покупатели оставляли ту или иную помощь в виде продовольствия. Боксы, в которых можно оставить продукты, находятся в продуктовых магазинах по всему городу Якутску. Она рассчитана как адресная помощь пожилым людям 65+ во время пандемии, когда пожилые люди находятся на самоизоляции, да, и им помочь как бы некому. Бывает так, что одинокие и так далее. Да. Но в ходе работы получилось так, что помимо пожилых людей у нас, естественно, есть инвалиды, колясочники и так далее, которые тоже одинокие, да, и сидят дома, тоже нуждаются в этой помощи. Окончательный список участников легкоатлетов Олимпиады в Токио еще не определен. Об этом сообщила нашему телеканалу тренер пятикратной чемпионки страны по марафону Сарданы Трофимовой Татьяна Жиркова. Решение должны принять сегодня. У спортсменов, которые претендуют на десятку, почти одинаковые критерии, и они состоят в международном пуле. Самый главный критерий – это уровень в мировом рейтинге. На сегодня у Сарданы не такой высокий рейтинг, отметила Татьяна Жиркова. Ранее сообщалось о том, что Сардана Трофимова не попала в предварительный список участников Олимпийских игр. Было тяжело не только во время соревнований, но и внутри. Якутский футбол выходит на международный уровень. Юным футболистам из столицы республики предстоит очередной турнир, который пройдет в Казахстане с 10 июля. Напоминаем, что детский футбольный клуб «Динамо» занял первое место на всероссийских соревнованиях в городе Сочи. Ребята преодолели все матчи без единого поражения под чутким руководством Ильи Павликова, которого признали лучшим тренером турнира. Что касается команды, лучшим нападающим соревнований стал Алексей Доржиев, который забил 6 голов в 6 матчах и отличился 5 результативными передачами. Звание лучшего вратаря турнира судейская коллегия присудила Дюлусхану Уварову. На данный момент у ребят проходит тренировочный лагерь. Процессом руководит старший тренер «Динамо» Максим Шибаев. По окончании у нас турнира сразу на нас вышли представители Казахстана. Там тоже регулярно проводятся различные турниры, и они предложили нам 11-му нашему году очень серьезный турнир международный. 10 июля наш 11-й год туда отправляется. То есть мальчишки приехали, буквально пару недель отдохнули. Сейчас мы потихонечку, говорю, вышли с отпуска, и они приступили к занятиям. И мы готовимся туда непосредственно на турнир в Казахстан, где будут представители различных академий, и он носит статус международный. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.